Расскажи историю, как ты вообще попала в Батуми? В Батуми я попала абсолютно случайно. Ну, случайности не случайно, конечно же. У меня здесь жила и живет партнер другого проекта. И, собственно, я думала, куда двинуть дальше. Я тогда жила в Сочи, находилась на Урале и не хотела возвращаться в Сочи. Такая, может быть, ты в Батуми? Такая, ну ладно, давай. Тем более по Грузии, я грезила Грузией и думала, боже мой, как же я хочу туда попасть. И вот я приезжаю, ни разу здесь не была, сразу беру 10 килограмм вещей и переезжаю. Хотя я жуткая шмоточница, я в Сочи приезжала с 50-60 килограммами вещами, а тут я просто взяла сумку. Всего 10 килограмм. Ну, там, конечно, я что-то протащила, по типу там 6-7 килограмм с собой, какие-то такие незаконные. Но в целом, да, это получилось абсолютно немного, и взяла все самое необходимое. Итого ты здесь находишься уже где-то ровно год. Я очень обжилась вещами, хочется сказать. Книгами, вещами. У меня уже ничего в шкаф не влазит. Да. И вот ты приехала в Батуми, тебе понравился этот город, ты решила здесь остаться жить. Ты сюда приехала просто отдохнуть, либо, может быть, целенаправленно ехала с 10 килограммами сюда жить? Я приехала пожить, и по сей день я не рассматриваю ни одну точку на планете, прямо чтобы жить. Постоянно. Ну да, здесь я живу, и я понимаю, что впервые в жизни я захотела недвижимость, тем более, что здесь супер адекватные цены на недвижимость. И впервые я захотела купить недвижимость, и хочу ее купить в Батуми. То есть на данный момент это оптимально комфортное место для тебя? Я бы хотела сюда возвращаться. Ну, помимо того, что у меня здесь бизнес, плюс ко всему, я бы хотела сюда возвращаться. Даже если в дальнейшем я там решу вдруг продать свою долю, и вдруг меня там понесет в другие страны, в любом случае, мне этот город очень близок, он стал родным, и внутренний отклик у меня есть на этот город абсолютно точно. Так что за бизнес? Человек, который приехал год назад всего в Батуми, уже имеет свой бизнес. Можно об этом подробнее? Но у меня есть прекрасное свойство, как и у каждого человека, волшебить, и я себе наволшебила. Я как-то задумалась о том, что я бы хотела двухэтажную кофейню. Я люблю покурить вкусный кальянчик, купить чайку, даже если я куда-то иду отдыхать. Это всегда чаек, кальянчик, классные люди вокруг, и алкоголь нам, в принципе, не нужен. И я задумалась о кофейне, а потом я походила здесь, поискала кальяны, поняла, что здесь, во-первых, фиговый уровень кальянов, во-вторых, здесь они супер дорогие. Вот и чисто до смеха. А вот это вот наш совладелец, да? Или кто? Наемный работник? Главный кальянщик, бармен и за техническую часть отвечающий. И молодой человек. Спасибо большое. Вот. И те люди, которые приезжие, либо те люди, которые не разбираются в кальянах, конечно, могут по ошибке пойти и Куда попасть. Да, если для любителей кальянов, это, конечно, будет 100% лицо ладошка, потому что это 1000000% будет альфакер, либо альваха. Ну, альваха у нас тоже есть, такой табак, он такой типа легкий, чуть-чуть лучше, чем альфакер, но у тебя не будет выбора там. То есть ты пришел, и вот тебе, окей, вот тебе там альфакер или там альваха, топовые вкусы, какое-нибудь двойное яблоко, и все. И если ты любишь кальяны, особенно если ты любишь крепкие кальяны, классные кальяны, чтобы у тебя продували их, постоянно что-то меняли. Ты видишь, у меня взгляд становится пустым. Да. Ну, ты, получается, что попадешь совершенно не туда и будешь совершенно не быть твоего. Ну вот смотри, мы сейчас одни из первых по городу с кальянами, потому что в свое время я столкнулась с этой проблемой, и я не нашла решения. И вот чудесным образом, как я уже рассказывала, чудесным образом я мечтала о двухэтажной кофейне. И все так произошло, ну, я такая вроде загадала, и прошло буквально 3 месяца, и я уже нашла это помещение, а оно двухэтажное. И здесь такая атмосфера. Сам в центре, кстати, старого города. Да. Очень удобное расположение. Это правда. И вот так все по волшебству происходит в нашей жизни, если мы этого очень хотим. Как россиянину открыть бизнес в другой стране? Вообще не россиянину, а вообще иностранцу, не грузину.
Берешь паспорт, приходишь в юстицию и за день открываешь все. За один день или за 10 За один минут? день. За один день. Ну, там ты подаешь заявление, конечно, крайне быстро, но совет всем, кто собирается открыть бизнес в Батуми, в юстиции не всегда дают верную информацию. Вот правда, в налоговой все офигенно. Вообще ты приходишь, тебе как часы, все четко, всегда Они в разных раскладывают. зданиях находятся? Да, да. А в юстицию ты приходишь, просто я 4 раза приходила до того, как открыть ИП, и 4 Может, раза... они просто не говорили. по-русски плохо говорили? Нет, нет, я и с грузинкой потом приходила, я даже с женщиной из этой сферы приходила, и они всегда говорят разное. В итоге они мне дали договор, в который я заплатила деньги, я перевела этот договор, пришла к ним, они говорят, а вы же ИП собираетесь открывать? Я говорю, так я Зачем вам много договор, раз, да? я много раз я вам об этом говорила, и каждый раз мне разные вещи говорили. И в итоге они мне стали перевести этот договор, который по сей день лежит, и в итоге оказалось, что это для ООО. Ты приходишь с паспортом, тебе дают какую-то небольшую бумажонку, которую ты подписываешь простым языком, ну а что заморачиваться? Плюс ко всему, ты должен прийти с арендодателем. Вот она пришла, она тоже подписала, взяла паспорт свой, и все. И, собственно, вот так это... Пошлины какие-то оплачиваются? Да, пошлина оплачивается, но она незначительная. Вообще, Грузия, если ты хочешь строить бизнес в Грузии, и ты будешь работать хотя бы на уровне городов-миллионников, по Москве я вообще молчу, вот ты просто на уровне, как ты работал там в Екатеринбурге, условно говоря, то у тебя здесь все будет супер. Потому что тут очень много незанятых ниш, очень много. Тебя регистрируют в тот же момент или проходит какой-то период времени? Они- Как в России, это занимает, в России до 10 рабочих дней занимает Ну, регистрация ориентировочно, ИП. да, здесь тоже 10 дней. Ну вот мы открылись, и, по-моему, когда мы открылись, тогда уже только зарегистрировалась там. И когда мы открылись, по-моему, через неделю зарегистрировалась. Такое как было. Вот. Плюс ко всему, если ты берешь терминал в банке, ты как не гражданин Грузии должен заплатить, вспомню, либо 200, либо 300 долларов, но они возвратные. То есть, когда ты возвращаешь терминал, тебе возвращают. Типа залога получается. Да. А если бы я была гражданинка Грузии, то такой бы заморочки не было. Мне бы просто... Смотри, получается, у тебя как у ИП имеется расчетный счет в банке грузинском. Да. Не как у физлица, а как ИП. Как у ИП. Ну смотри, чем вообще я на самом деле обожаю всю систему в Грузии, она намного круче, чем в России. Проще. Хотя кто бы мог подумать. У тебя, например, касса, она автоматически считывается в твоем личном кабинете в налоговой. Все отчетности ты можешь сдавать в кабинете налоговой. То есть не нужно онлайн. никуда ходить, не нужно нужно декларации никуда. заполнять, как это у нас Вообще нет. Но сейчас минус, мы сейчас дойдем до системы налогообложения, я сейчас расскажу про расчетный счет. Я просто пришла в банке, зарегистрировала расчетный счет. Банк какой? В TBC. Я в TBC это сделала, и терминал у меня... Секундочку, а TBC, вот мне говорили, что он очень сложный для иностранцев. Мне рекомендовали Bank of Georgia. Вообще У меня карточка нет. Bank of Georgia. Вообще нет. Плюс ко всему, у меня есть приложение TBC, мою карту привязали к расчетному счету, и мне просто приходит на карту, я могу снять спокойно эти деньги с карточки, не нужно там заморачиваться. Сколько это снимать. комиссия? 20 рублей? Небольшая, там в зависимости от того, какой картой платят. Но там небольшая комиссия. Нет, когда ты снимаешь, когда деньги обналичиваешь. Нет, это нет. Никакой комиссии. Единственное, что если платит у тебя условно 30 лат, например, 29 до тебя доходит. То есть, вот Нет, таким образом нет, снимается. я немножко другое спрашиваю. Смотри. Снятие, нисколько ты не платишь за снятие. Нисколько. Но если ты не гражданин Грузии, ты не можешь через банкомат положить деньги на карту. Тебе нужно прийти в банк, отдать им деньги, и они кладут тебе на карту. А В TBC. в TBC, да. Вот это единственное. Bank of Georgia, любой банкомат на улице подошла, Ну, вот. Wi-Fi поработала. Там нет, там нужно Шнурки ID. вложила и все. ID твой, типа, если ты гражданин Грузии, у них же не паспорта, эти карточки. Хорошо, следующий вопрос возникает. До системы налогообложения мы еще дойдем. Если ты открыла бизнес в Грузии, у тебя есть какой-то, не вид на жительство, а какой-то такой вот Ты можешь перманент? получить. Ты можешь Как? получить вид на жительство, я узнавала, но я не получала, потому что, незачем. Ты год можешь жить и не париться. Выехать куда-нибудь, за 40 минут проехать, выехать за границу Грузии, если ты не планируешь там выезжать в Россию. И вот у тебя уже обнулилось, ты опять год живешь. А вообще вид на жительство можно спокойно получить, если у тебя есть бизнес.
Ты просто... Независимо от того, какой у тебя оборот имеется. Потому что в других странах, к примеру, главное- там должен быть какое-то минимальное вложение, чтобы получить вид на жительство. Да, я поняла. Главное, чтобы у тебя какая-то сумма, ну, условно говоря, по-моему, 6 тысяч лари должно лежать На счете. Да, на счете, и все, ты подаешь заявление, потом можешь спокойно снять, ты берешь выписку. 6 тысяч лари, это сколько, простите меня, это, блин... В рублях? Нет, в долларах это сколько, 2500 долларов всего. Ну все, ты берешь эту справку. Я в прошлом и году снимаешь. могла себе сделать вид на жительство за 2 минуты. Да, да. Ну, конечно, там есть какие-то условия, у тебя должны эти деньги лежать на счету, но там будет бонусом, если у тебя здесь есть бизнес, например, либо недвижимость, либо еще что-то, либо ты у кого-то работаешь, у грузина, да, который может там тоже подписать какую-то бумагу. на твою Хорошо, заявку. смотри, а если у тебя есть вид на жительство, ты можешь пользоваться теми же льготами, как остальные грузины, вылетать в Европу? Нет, нет, Без это визы? гражданство должно быть. Гражданство. А этот перманент карт? Нет? Нет, я не знаю на самом деле, что дает вид на жительство, но в дальнейшем, если ты... Ну, это облегченный процесс получения гражданства просто, и всё, если не хочешь выйти замуж за грузина, и все. Да, да. Ну и в целом, по-моему, если даже у тебя есть вид на жительство, через время ты можешь получить гражданство. Ну, Там это через более 4 облегченный, года, это по-моему, более облегченный да, процесс. Да, да. Вот. Вот такая система по банку. А с Спокойно- налогами что, хорошо, расскажи мне. Как ты А, платишь налоги? Каждый месяц, раз каждый в год, месяц. каждый квартал, каждый месяц. Каждый месяц, и это закон вышел, насколько я помню, 1 июня. Прошлого года. Да, да. И сейчас нужно сдавать декларацию каждый месяц, и поэтому... В у меня- электронном виде? В электронном. Но у меня бухгалтер сдает, потому А что... зачем тебе бухгалтер, если ты говоришь, что у тебя все автоматизировано в кабинете, Ну, распечатал, смотри. сформировала, за определенный период сформировала? Там грузинский, начнем с этого. Ага. Но... А русского там перевода Нет, русского нет. Там все на грузинском. У тебя вот рядом. Ну, нет, Да, они в любом случае это нужно разбираться. Это нужно разбираться, смотри почему. Когда у меня появился бухгалтер, я вначале такая, ой, да я все сама сделала, я взяла у нее консультацию, вроде бы даже сама там как-то поздавала, но когда возникают какие-то ошибки, ты там неправильно сдал или еще что-то, ты не сможешь это сам решить. И когда у тебя есть Ну, бухгалтер, естественно, да. И Ты плюс- сдаешь уточненки, там, да, да. И плюс ко всему ты можешь знать какие-то нюансы, которые ты не знал, да. К примеру, она говорит, будь аккуратна, если у тебя выйдет за, по-моему, доход до 100 тысяч лари в год, то у тебя автоматически идет начисление. налога Да, повышается. типа до 15% ты должна будешь. И за все время, которое ты работала, ты должна будешь зачислить эти проценты. Какие тут системы налогообложения имеются? Как ты, почему ты выбрала именно этот 1%? Тебе предложили или что? Как это вообще все было? Я просто поняла, что для меня это проще. Как ты это поняла? Ты же должна была сперва изучить, Отчетность. какие варианты есть. Отчетность совершенно другая. Если ты на другой системе налогообложения, ты должна показывать абсолютно все, где ты что купила. Ты не можешь просто пойти в магазин и закупить. А у нас в сезон такое, что нужно каждый день ходить и закупаться там фруктами, какими-то дополнительными ингредиентами. И если ты будешь заморачиваться, то тебе нужно ходить, брать выписки везде, это все вписывать в журналы, а это все на грузинском, и это очень заморочено. И... То есть все дело в отчетности, не в проценте, да, налога? Да, и поэтому я отсекла всю эту историю и поняла, что... То есть все, что попроще. Ну, конечно. А Мне- если был процент, допустим, 15% налог, но попроще, все равно платила бы? Ну, это уже другое. Ну, типа, я не была в этих обстоятельствах. Понятное дело, что если бы я проконсультировалась, и мне бы знающий человек в этой сфере, а я-то приехала такая, все, я сама все разберу и все пойму, и в процессе я уже начала, там, год отработали, и я много разных вещей поняла. А тут я была первооткрывателем, у меня не было какого-то наставника, у которого был бы здесь бизнес, который дал бы мне просто Адекватную рекомендации. консультацию. Ну да. У меня такого не было, и я ходила, и узнавала сама, и там тыкалась, мыкалась везде, и пыталась понять, как это работает, и в итоге я пришла, что вот такая система налогообложения, она супер адекватная. Ну, в России только мечтать о такой системе налогообложения, а до этого 3% было, и ты должен был сдавать Почему раз в снизили? квартал. Поддерживает бизнес, малый бизнес поддерживает в Грузии. А малый бизнес это до какой суммы оборота в год? 100 тысяч. До 100 Лари. тысяч, да. Какие перспективы ты видишь? Я не останавливаюсь на формате кальянной, потому что, опять же, это актуально для меня и для приезжих. Что нет нормальных кальянных, и вот мы появились, и нас и позиционируют как на сегодняшний день единственная нормальная кальянная, классная, с классной Я тебя атмосферой. перебью на секундочку. Как я вообще попала в эту кальянную? Приезжали вот Кристина, снова привет девочкам тоже.
Перед приездом девочек они у меня спрашивают, пишут мне в WhatsApp, что по поводу кальянных. Я говорю, да я не знаю, но есть там в турецком портале. И тут мне оказывается Аксинит. Пишут мне в Инстаграме, там, что типа, здравствуйте, заходите к нам в кальяну. Я думаю, как все совпало? Я обычно на спам-комментарии вообще внимания не обращаю, их сразу удаляю. А тут у нас идет переписка, мне прилетает в Инстаграм комментарий, приходите к нам в кальянную. Я пишу девочкам, вот тут начали писать, что спросить. Мне задают какие-то вопросы, я в них не разбираюсь. Я задаю эти вопросы, мне идет какой-то ответ, вот такое вот полотно, я этого ничего не понимаю, я просто отправляю и все. Мы на следующий день, когда девочки уже приехали, пошли где-то сидели, кушали недалеко. Я спрашиваю официанта, где тут есть кальянные, ну, кроме турецкого портала. Он говорит, по красоте. Знакомое название. Они же мне писали. И я понимаю, что если местные жители рекомендуют, я это знаю давно, если местные жители рекомендуют какое-то заведение, значит, туда стоит идти. А рекомендовал грузин. Все понятно? Как приятно. А почему по красоте? Ассоциация кальянной любой. Это темное помещение, когда ты приходишь, куришь кальян, и все. Гости, которые к нам приходят, даже если они там разбираются, не разбираются в кальян, даже особо не важно, они приходят из-за этого вот, атмосферы, дома, уюта. И вот такое вот название по красоте, то есть когда интересует человека, типа, что там внутри. Вот, люди приходят, и даже некоторые гости, которые заходили, сидят и а что тут? То есть они не смотрят в меня, они вот тут меня спрашивают, а что тут можно сделать? Ну, я говорю, у нас как бы в первую очередь кальяна, ну и фреш-бар. Фреш-бар что вы предлагаете? Лимонады. Домашние? Да, какие? домашние натуральные Я компоненты. тебе писала, утром все такси дают лимончики, там, мандаринчики. Обычно это Лео делает. Да, это... Серьезно? Я постарался тут сделать то, что... То, что я просила изначально, они мне все как грузины утверждали, да нет, нормально со спрайтом. И мы делали со спрайтом, а потом... Со спрайтом уже слишком сладко, нет? мы всё Ну это да, а потом Лео в итоге дошел, что я просила изначально, и говорит, блин, реально он сделал натуральные С лимонады. тоником, с чем-нибудь? Нет, просто на на воде. воде. Ну, если это огурец, то тебе прям с огурцом приносит лимонад. Если это на яблоке, прям со свежим яблоком. То есть Если вот, со временем, если он стоит, то он продает желтый цвет, то есть там настоящее яблоко. Это все там. То есть Это вкусно. мы даже сейчас... А какой срок действия хранения у таких лимонадов домашних? Это делается все сразу. Это делается все сразу. То есть Ну, у то нас есть ты нет ни одной заказываешь? заготовки. Да, мы делаем это прям в блендере сразу. Милкшейки аналогичные. Все делается так, как должно делаться самое по оригиналу. Понятно? Да. Ну вот у нас самое такое вот странное, то, что люди чему удивляются, это огуречный лимонад. То есть это чё? Ну, только освежает круто летом. Да, он прям такой. Похмелье как нормально? Вообще офигенно. То, что надо даже так сказать. А еще лучше имбирный. Ну, вообще, то, что- Ой, я имбирь вообще обожаю. Ну да, у нас есть имбирный. Да. Ну вот, мы даже сейчас некоторые, ну я сейчас так думаю сделать, тоже ближе к сезону, ну, у меня такая всегда мысль была, все коктейли, которые есть, то есть, допустим, пиноколада, она делается на основе чего? Кокосового молока, ну, в оригинале, из кокосового молока и Там лепёшка какой-то еще? ананасовый сок. Ну, вот сейчас думаю переделать на ананасовый фреш и на кокосовое, правда, молоко. И, Да, тем более кокосовое молоко мы нашли, так как и для любителей растительных историй. ну, и да. Ну все, нужно пора уже заканчивать. А то я скоро уже напьюсь. Я же такая счастливая сижу. Пожелания для тех, кто хочет приехать в Грузию, открыть свой бизнес, наставления, может быть, то, чего тебе не хватало, когда ты сюда приехала. Приезжайте и делайте бизнес. Все, работайте, как вы работаете в России, и тогда у вас будет вообще все супер классно. И будете еще больше зарабатывать, потому что налоги здесь вот такие вот. Да, ну есть история сезонности, конечно, ее никуда не деть, но если вы будете работать и вы настроены на работу, бизнес у вас пойдет здесь в гору, потому что, как я сказала уже, здесь очень много незанятых ниш, и если вы производите качественные продукты, предоставляете качественные услуги в России, то здесь это пойдет на ура. Спасибо большое. Будем пить дальше вино.